Я с уверенностью могу сказать, что я один из первых, который потушил пожар на полигоне этим, что доказал, что этим можно мусор не сжигая, а из этого извлекать выгоду. Данный полигон горел более 30 лет, общей площадью 11,5 гектаров. И много вещей, которые мы в повседневной жизни используем, не знаем, что это из вторичного сырья. Их гражданский долг отсортировать и на переработку отправлять. Не надо каждые 30-50 лет искать новую территорию для полигона, а один и тот же полигон уже можно вечно использовать. Призываю всех, весь наш народ в домашних условиях сортировать, все в одну кучу не выбрасывать. Ну, я вначале расскажу коротко о себе. Да, мы как раз таки занимаемся сбором, сортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов. И на сегодняшний день у нас только в Бишкеке около 30 заводов, переработчиков функционирует. Ощущается острая нехватка вторичного сырья, поскольку, как вы сказали ранее, очень много людей, у нас население, не знают, что надо сортировать в домашних условиях, и все в один мусорный контейнер бросают. У нас есть сортировочные пункты, приемные пункты вторсырья, также раздельный вывоз для тех, кто раздельно сортирует и собирает мусор. Около 30 заводов функционирует, и 14 видов на сегодняшний день вторичного сырья перерабатывается. Это 15% в среднем от общей массы твердого бытового мусора. Ну, у нас сейчас массово перерабатываются это полиэтиленовые тары, баклажки, как в простонародье говорят, стеклотара, пластические посуда, это полиэтиленовые упаковочные материалы, картон, макулатура, алюминиевые банки, металлические изделия и так далее. На сегодняшний день это пластик, полиэтилен, то, что не разлагается, и раньше все это сжигалось у нас на полигонах, и что наносило существенный вред для экологии. На сегодняшний день все это перерабатывается, и мы стараемся максимально извлечь от общей массы твердых бытовых отходов данные фракции и отправить на переработку, далее на экспорт в Россию и в Узбекистан. Ну, раньше это было как два этапа. Первый этап — это на месте грузчики, когда загружали мусор, там же сортировали, а те, которые они не успевали сортировать, они уже на полигоне, когда уже выгружают, уже там сортировали. И то, что они на месте перед загрузкой в мусоровоз сортируют, это намного чище, поскольку она не перемещалась еще с массой других пищевыми отходами, другими бытовыми отходами. И данная продукция уже в вторсырье считается более чище, и его легче перерабатывать, качество лучше бывает. Поэтому то, что сортировочные пункты по городу поставили, это очень хороший шаг, поскольку для переработчиков это будет возможность получить более качественное сырье. Это обязательно я призываю всех, весь наш народ в домашних условиях сортировать, все в одну кучу не выбрасывать. Я недавно прошел бизнес-стажировку в Соединенных Штатах Америки, и как раз по теме управления отходами. И мы там на полигонах увидели в домашних условиях, как сортируют, коммерческие организации как сортируют. И там их сырье, оно намного чище, намного качественнее, и уже народ это как бы свой как гражданский долг, чтобы не выбрасывать на полигон, не сжигать, не захоронять, они это сделали так, что это их гражданский долг отсортировать и на переработку отправлять. Ну, тут по химическому составу это уже более детальное обсуждение будет. Там у меня есть технолог, который все эти данные знает. Но я поверхностно могу сказать, что вот у нас есть компания, которая из самого низкого качественного пластика
перерабатывает и производит пластиковые люки, крышки для люков. Есть компания, которая обратно же технические полиэтиленовые тары производят, которые пластиковые, вот эти цветочные горшки, это тоже все из вторичного сырья производится. То есть там много видов и много вещей, которые мы в повседневной жизни пользуемся, но не знаем, что это из вторичного сырья. Ну, это у нас, например, опять же таки вернемся к полиэтиленовым тарам, из него делается синтепон, и то, что мы все уже носим куртки с синтепоном, это уже говорит о том, что мы носим вторичное сырье. И полиэстер тоже, как бы пластики, это вторичное сырье идет. Но на сегодняшний день у нас переработка именно швейного отхода очень хромает, и технологии чуть-чуть отстаем от технологий. Но как мэрия города Бишкек на сегодняшний день заказала печь-инсинератор, который дает утилизировать не захоронение швейного отхода, а утилизировать. То есть это тоже очень хороший шаг для экологии, для природы. Ну, в нашем оперативном управлении находится Канский полигон. Там мы как инвесторы вошли, хотели помочь близлежащим селам, чтобы они не дышали этим свалочным дымом, свалочным газом. На полигонах от мусорки всегда выделяется газ свалочный, метан. И малейшая искра или что-то вроде этого, и идет возгорание. Данный полигон горел более 30 лет, общей площадью 11,5 гектаров. Мы 2 сентября 2022 года приняли данный полигон. И по технологии, которые я сам разработал, ну потом еще в Америке посмотрел, да, то, что я разработал, это самая верная технология. Мы путем уплотнения, путем перекрытия кислорода, доступа к кислороду захоронили, полностью ликвидировали пожар и проводим рекультивационную работу на данном полигоне. Освободили место, создали место для захоронения. И на сегодняшний день мы можем позволить себе принять полностью весь мусор из Сыгатинского района. Данный полигон считался заполненным, но мы срок службы продлили еще на 20-30 лет. И на сегодняшний день планируем создать там мусоросортировочный комплекс, что позволило более эффективно отсортировать и существенно сократить объем захороняемого мусора. И я с уверенностью могу сказать, что я один из первых, который потушил пожар на полигоне этим, что доказал, что этим можно мусор не сжигая, а из этого извлекать выгоду. Бишкекский полигон, нет, там, получается, после нас путем закрытия, закапывания грунтом тоже ликвидировали пожар, и на сегодняшний день Бишкекский полигон тоже как 30 лет горел. На сегодняшний день там ни одного дыма, и пожар полностью ликвидирован. Но это тяжелый труд, как вы сами знаете, поскольку там постоянно выделение газа и малейшая искра, и там периодически могут быть возгорания. Но самое главное, чтобы все своевременно тушить, ликвидировать. Ну, там сейчас работают, я могу с уверенностью сказать, что там работают тоже эксперты в своей области, и тоже ведутся переговоры, насколько мы знаем, о строительстве мусоросортировочного комплекса. То, что было бы хорошо, что если увеличили бы объем пункты сортировочных пунктов по городу Бишкек, более внимательно относились бы к управлению отходом, поскольку это очень глобальная проблема. Тут не надо закрывать глаза, надо более внимательно и
тщательно подходить к этому делу. Ну, как я ранее сказал, 15% это идет на переработку на сегодняшний день от общей массы твердых бытовых отходов. Оттуда потом еще 55-60%, это я ссылаюсь на морфологический анализ, который я проводил, морфологический анализ состава отходов. 55-60% это органические отходы, которые идут на компостирование. Путем компостирования можно получить оттуда биогумус, чернозем. Остается там 20-25% отходов, в состав которых входят строительные отходы. Это еще 15% где-то. Они идут на рекультивацию полигона. Остается где-то, если в тоннах сказать, примерно, если со 100 тонн, 5 тонн только это средства личной гигиены и всякие прочие вещи, которые не подлежат к переработке. Их можно путем крематория, это сжигания, существенно сократить. С 5 тонн выходит около 200-300 килограмм золы после сжигания. Это уже дает нам зола обратно мы на рекультивацию используем. То есть это уже стопроцентный, получается, стопроцентная утилизация твердых бытовых отходов. Таким образом можно продлить функционирование полигонов до вечности. То есть не надо каждые 30-50 лет искать новую территорию для полигона, а один и тот же полигон уже можно вечно использовать.